так далее. А имею очень много опыта в разных бизнесах. В наших тренинговой индустрии мы являемся одним из лидирующих компаний Средней Азии и СНГ. Как вы думаете, если около 600 тысяч человек посещало ваши тренинги, вы что-то хорошее делаете? Очень хорошо. Знаете, сколько наших книги были продано? Совокупность вся с философией муравья. Более 2 миллиона экземпляров. Более 2 миллиона экземпляров. В 2008 году мягкий приплет такой. И я помню, мы его печатали, небольшой тираж был. А потом я его поставил в раритете в 2007 году. Или 2008, не помню, в раритете. Я потом прихожу к хозяину раритету. Имя забыл, но как глубоко уважаю этого человека, правда. Очень глубоко уважаю. И вот получилось так. Я прихожу к хозяину раритету, я говорю, послушайте, поставьте мои книги, продайте. Вообще, я говорю, год назад мы вообще свои книги поставили у вас. Он говорит, да, ну давайте хорошо посмотрим, продаваются ваши книги или нет. За год и 3 месяца была продана 1 книга. Год и 3 месяца. Я думал, ё-моё, как это так? А потом я начал изучать рынок. До этого я что думал? Вот печатаю книгу, все захотят его купить. Она же хорошая книга, они же должны купить его. Это же хорошая книга. Я думал, это же классная книга, она же помогает, они должны его купить. И его поставлю, год и 3 месяца, 1 книга продана. Я еще пришел к таким вдохновением. Хозяин раритету говорит, послушайте, мы сделаем вот так, сделаем вот так. Когда он открыл компьютер, видел, что 1 книга продана, он говорит, Давлатов, что будет? Это было что-то. Я говорю, подождите, может быть, какая-то ошибка у вас в компьютере? Он сказал, вы хотите сказать, у нас учет плохой? Я говорю, не знаю, ну что-то сделаем. Потом я начал делать маркетинг, и я начал изучать. Это было 2008 или 2009. Потом начал везде, Киртак разные исследования проводит же. Радио Европа, я слышу, это результат. И они говорят, что провели исследование, киргизстанцы в год на книгу тратят 5 тин. В год на 300 человек 1 книга. Это говорит Европа Плюс или Евразия, или как там называется радио. Я еду на машине, я в шоке. Думаю, ё-моё, как я буду продвигать книги? Вы представьте, в год 5 тин. Туалет дороже стоит. И на 300 человек 1 книга. Я думал, ё-моё, куда вообще лезли, а? Что я хочу вообще делать? Это ужас. Как это я могу делать? Я сижу, думаю. А потом думал, нет. Если люди продают сигареты, заходите народные, заходите в любой супермаркет, они их так еще осветкали, посветкали, как будто самый жизненно важный продукт продает. Так или нет? А вот я хожу, недавно на ВАЗ заходил, смотрю, рядом такой реклама сигареты стоит. Я думаю, эти люди не стесняются убивать народ. Я сидел, думал, 3 года еще думал, Господи, если люди, такие яд, который убивает людей, отравляет людей, они не стесняются, красиво их рекламируют, продвигают, почему мне не стесняться говорить о хорошей вещи? Если это принесет пользу людям. И вот тогда я взял и начал продвигать книги. Если вы помните, кто из вас видел возле ЦУМа большая книга? Наверное, вы в жизни впервые такую книгу встретили. Я сидел, думал, надо делать что-то нелогичное. Она не должна быть логична, которая заставляет человека задуматься. И вот такую большую книгу поставили возле ЦУМа. И люди начали ходить фотографироваться с ним. Потом мне люди рассказывают, спустя год, 2, 3, они говорят, мы думали, так, наверное, это такая дорогая книга. И уходили, говорит. А кто-то думал, классно. А потом, когда мы его так поставили, в общем, она создавала некую узнаваемость. А потом я взял, мы нанимали 40 девушек, 30 парней. Это то, что я сейчас расскажу, будьте в шоке. Сначала мы купили весь автобусы, троллейбусы, маршрутки города на целый год. Всех.
На целый год. И каждый месяц мы приклеили туда разные эти афиши. Идея была в чем? Мы фотографировали обычных народ, обычных людей, учителей, поваров, студентов. Идея была в чем? Идея была в том, что неважно ты чем занимаешься, неважно ты представитель какой профессии, знания о деньгах тебе все равно нужны. То есть мы делали общем много-много того, чтобы визуально люди привыкли. Понимаете? Люди не читали книг. Я ездил по этой площади ночью, потому что работал там, ночью, пока вернулся к себе домой, я видел, как массово наша молодежь до 12, до часа ночи там гуляет. Я думал, эти люди не знают, что они просто свою жизнь теряют, непонятно ни на что. Один день, просто пустое, потраченное сегодня, это целый год принесет вреда будущим. Я посмотрел на это и по ночам проходил слезами, правда. Потому что эти молодежи не могли понять. Я думал, нам надо ходить, показывать, рассказывать. Потом что мы начали делать? По всем вузам ходили. Все вузы Кыргызстана, особенно Бишкек, мы все ездили. Мы ездили благотворительно, я выступал. Когда мы приходили, выступали, попросили ректорат и так далее, они в тех годах не понимали, что мы хотим вообще от них. Это же непонятно. Мы говорим, рассказывать будем о деньгах. Они говорят, зачем о деньгах детям? Вот мы говорим, послушайте, это вы поймете нас, послушайте нас немножко. Они послушают, я еще акцентом разговариваю, через 5 минут это учителя сами убегают. Думают, какой-то шарлатанец появился, ерундой болтает. Но кто сидел, послушал, они до конца говорят, о, Давлатов, давайте еще организуем, классно, это нужная вещь и так далее. В общем, таким способом мы проходили все вузы Бишкека, все вузы Таджикистана. Все средние школы. Я платил почти 1,5-2 года зарплата людям. Зарплата платили в свой карман, чтобы они ходили в школах, выступали, обучали детей. Я был в банкроте, я был в долгах, денег не было. Честно скажу вам, долги, тяжело отдавать долги, но я это делал, потому что я знал, что это самое нужное, то, что надо делать сейчас. Мы каждое воскресенье беспрерывно читали бесплатные тренинги в нашей школе. И каждое воскресенье, это в среднем 20, 30, 50, иногда были даже до 100 человек, люди приходили бесплатно, мы обучали людей. Мы говорили, обучали людей бесплатно. А цель какой был? Видите, когда общество растет, нам всем легче. Так или нет? Нам всем легче жить, где народ богатее. Нам всем легче жить, где люди образованные. Вы знаете, это очень тяжело. Я помню, я живу вот здесь, понимаете, я рядом живу, тут. Я помню, в 2006 году я отсюда хотел пойти до работы, и я видел из окна, как одну джип перевернули. Потом не стал выходить из дома. И думал, ужас. Когда трудные дни начинаются в стране, знаете, это как пожар. Когда пожар начинается, и сухое дерево будут гореть, и мокрые, все подряд будут гореть. Это означает, что нам надо молиться, нам надо действительно стараться, чтобы всем было хорошо. Понимаете? Не надо надеяться. Я серьезно говорю, потому что я это видел в Таджикистане, когда был абитуриентом в 95-х годах. И я это видел в 2004 годах, у нас в 2006 годах, то, что здесь был. И это очень больно. Это действительно очень больно. Поэтому не надейтесь, что у вас крутой машина, или крутой дом, или крутой бизнес, если народ будет голодный. Первые, ваши соседи будут вас камень бросать. Мы это видели. Дай Аллах, что всем было хорошо. Дай Аллах так. А знаете, кто пойдет чужого забирать? Кто мародерство строит? Тот, которого сознание слабое. Умный человек это не делает. Образованный это не делает. Согласны? А кто пойдет это делать? Тот, которого, можно сказать, гнев высоко развита, боль внутри развита. Поэтому очень важно. Мы ходили, так и делали, с такой целью. Просто ходили. Мне иногда моя команда сказала, Давлатов, зарплата вовремя иногда не даете. Зачем это все надо? Вот кому-то платите, непонятно за что. Я сказал, знаете, жизнь вознаградит нас. Жизнь ничего без ответа не оставит. Поверьте, это правда. Знаете, мы сажаем что-то своими поступками, что-то сажаем. Либо добро, либо плохое, либо хорошее. Но это все растет когда-нибудь и возвращается к нам. Правильно?
возвращается это все. Все возвращается. Поэтому вот думаю, что благословение вот этих людей, благословение этих детей и так далее, вот они стали причиной, что сегодня мы процветаем. Иногда, если люди меня просят, почему у вас хорошо получается, я говорю только одно. Это молитва народа. Понимаете, у вас есть классные, не знаю, это казахская пословица или киргизская пословица, хотя казахи говорят наши, киргизы говорят наши. Но суть важнее. Вот такая пословица же у вас, вот такая. От дождя трава растет, от благословения народа человек процветает. Да? А теперь скажите, это чей? Это ваши или ихние? Казахстанцы тоже тут сидят. Я шучу. Я шучу. Неважно это чей. Помните, я вам сказал, моя миссия в чем? Убрать вот это стены. Нам нужно стать достойными людьми. И надо уважать друг друга по размерам сердца, по размерам служения друг друга. Вот это самое важное. И не имеет значения, ты какой нация. Я заметил, что человек начинает быть нацистом, когда низкое сознание у него. Когда низкое сознание, он начинает так мыслить. Знаете, я ездил во много стран мира, 63 стран мира, выступаю, общаюсь и так далее, друзья много. И знаете, первые полчаса люди меня спрашивают, ты откуда? И вообще, где ты родился, и какой нация? Или смотрят у тебя иногда, чтобы там что-то одеть. Через полчаса люди забывают все это. Они начинают смотреть на твои ценности, что ты за человек. Стоит ли дальше с тобой общаться? Стоит ли дальше с тобой иметь какое-то-нибудь дела или нет? Понимаете, никто не будет с вами партнером стать или другом стать только потому, что вы нация такой. Или только потому, что вы богаты или бедны. Нет. Как человек вы больше дверь открываете для себя, чем чего-либо. Это правда. Это на самом деле так. Надо стараться именно стать человеком. Когда я был маленьким, моя мама давала мне постоянно один урок. Она сказала так, сынок, ты можешь стать профессором, ты можешь стать академиком, да ты можешь стать в любом сфере успешным, если ты мечтаешь и будешь работать. Но я не об этом мечтаю. Я спросил, мам, вы что? Об этом все родители мечтают, чтобы дети были успешны. Почему вы не мечтаете, что я был успешным? Она сказала, сынок, я действительно мечтаю тебя видеть успешным, счастливым. Но я больше всего мечтаю тебя видеть достойным человеком, которого, если я могу смотреть, чтобы я мог себе сказать, что да, мне удалось воспитать нормального парня, хорошего парня. Быть человеком сложнее, чем стать профессионалом в каком области. Она именно так объяснила мне это. Вот. Вот. Дорогие мои, эти вещи почему рассказываю в виде примеров и так далее, чтобы вы для себя брали какой-то опыт. Я хочу сказать, если у вас хорошая продукция, если она полезная продукция, вы обязаны его сделать публичным. Пожалуйста, запомните, именно вы обязаны, если ваша продукция принесет пользу жизни людям, вы обязаны, потому что Господь сделал вас причиной. Вы причина, чтобы через эту продукцию помогли многим людям. Вы обязаны это делать. Я сидел, думал, вот есть наше СНГовское мышление, территория СССР, да, и есть западное мышление. Чем они отличаются? Знаете, мы думаем, если ему надо, сам спросит. Мы стесняемся родственникам говорить, что у меня есть такой продукт или такой товар. Да или нет? Нам неудобно. Нам, знаете, мы всем чужим рассказываем, чем мы занимаемся, но не хотим, чтобы родственники купили у нас. Потому что как-то вот, не знаю, как это эмоционально, как это дискомфорт у нас какой-то. Вот такое. Мы что думаем, если надо, сам просит. Лучше, ой, купит на $100 или нет, но столько слова не хочу слышать, вообще не хочу. Моя жена киргизская, моя семья здесь. И я помню, однажды я машину хотел купить, моя жена говорит, я хотел купить у его брата. Она сказала, лучше не купи. Я сказал, почему? Она сказала, потом будет много разговоров, не хочу этих разговоров. Я однажды сказал, я хочу, чтобы пусть, давай его возьму с собой, пусть на одной нашей компании со мной, пусть работает вместе, пусть поднимаемся и так далее. Она говорит, не-не-не, ни в коем случае. Я сидел, думал, странно, у нас какое-то такое странное эмоциональное отношение, да? Я вам говорю, как есть. У нас тоже сами. В Таджикистане у меня несколько компаний, ни один родственник не работает. Ни один.
Недавно, 3 дня назад, один мой родственник мне сказал, почему вы ни одного родственника не берете? Я сказал, подожди, что, мне надо пойти к нему домой, сказать, выходи, работай со мной, что ли? Если ему работа надо, он должен прийти сам. Я не пойду никого искать. Потому что, если тебе надо пить, ты сам должен искать источник и найти его. Если его гордость не позволяет ко мне подойти, почему я должен пойти кому-то? Если я пойду ему, я знаю, что если я пойду кому-то говорю, давай делай вот это, давай я тебе возьму на это работу, он это как в виде одолжения будет делать. Потом ты ему платишь только потому, что он свое тело принес на работу, свое тело унес с работы. Еще потом виноватым станешь. Вот в нашем мышлении СССР мы думаем, если надо, сам просит. А в Европе, Западе что думают? Знаете, что они думают? Если ты понял, что это продукт полезный, ты обязан найти тех, кто нуждается, и донести до него этого. Как я начал это соблюдать, дела пошли. Мы начали искать людей, кому она помогает, эти книги. Мы начали находить их, мы начали рассказывать им, объяснить им. И показывать, рассказывать. Вот таким способом, по чуть-чуть, постепенно, мы создавали сначала узнаваемость. Когда мы создавали потихонечку узнаваемость, и люди, кто читал, друг друга рассказывал, кто получал результат, друг друга рассказывал. Вот так. Вот это, все эти успехи, которые сейчас вам рассказываю, как это все пошагово правильно делать, я раскидал на 10 шагов. Сейчас я буду рассказывать, быстро пройду, но глубину это все, как правильно делать, я расскажу завтра. Завтра будет вот это полноценный этот тренинг, который 10 шагов, как заработать и как сделать миллион на территории СНГ. Но это тренинг для тех, у кого есть бизнес. Или тех, кто хочет делать бизнес. Ребята, если у вас нет бизнеса, не идите на этот тренинг, потому что пока вам рано, и это вам не поможет. Понимаете, у меня есть один ценность. Ценность в чем? Я никогда человеку не говорю, купи эту услугу или этот продукт, если я вижу, что это ему не помогает. Понимаете, это очень важно. Поэтому вот этот курс, вот этот тренинг завтрашний, если вы 3-5 лет в бизнесе опыт имеете, или в бизнесе уже столько-то лет там стараетесь что-то делать, или торгуетесь что-нибудь и так далее, поверьте, это тренинг для вас, как действительно Божий дар будет. Это правда. Потому что она сильно поможет вам четко определиться для себя. Вот, четко определить, как делать следующие шаги. Сейчас я обезопасил все свои бизнесы. Я построил их в разных странах. Чтобы не зависеть ни одного экономика, и ни одного валюта, и ни одного политика. Кто меня понял? Я построил его так, как видим матрица, что она друг друга все толкает, как маховики часы. Часы видели маховики? Один толкает другого, другой толкает этого. Они все друг друга толкают. Вспомогательные есть, и это есть, и того есть. Они друг друга двигают вперед. И это очень важно, построить бизнес по такому моделу. Чтобы не получилось так, что я сидел долго думал, если бизнес делать в одной стране, это хорошо. Но если вдруг какое-то изменение политики и так далее, стоимость бизнеса резко падает. А что, если придет какой-то другой, а потом завтра начнет тебе давление создавать? Или какой-то закон изменяется? Ты ничего не можешь потом делать. А я не хочу 40 лет работать или 20 лет работать и в конце оставаться ни с чем. Я думал, нет, так не пойдет. Вот, и построили бизнес именно так. Сейчас бизнесы у меня в Иркутске, это в России, Москве, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, Америке, Дубае, Китае теперь. А почему это все так построено? Теперь мы не зависим от валюты. 2-3 года назад мы зависели от валюты. Резко вот этот доллар такой стал, нам было тяжело, потому что мы заработали на тенге 100 рублей. Я не успел просто отсюда что-то продавать туда на доллар. Мы просто не успели. И теперь мы построили механизм, теперь мы от валюты тоже не зависим. Что приходит эта валюта, теперь наплевать, что приходит, это его дело. Мы все равно будем зарабатывать.
Либо там зарабатываем, либо тут, либо так. И это хорошо помогает.